11 ноября 1893 года в родовом Аласе Дельберибит III Жехсогонского наслега Таттинского улуса в многодетной крестьянской семье Алексея Петровича и Евдокии Ивановны Слепцовых родился мальчик. Назвали новорожденного Платоном в честь родного дяди и согласно церковному календарю. Платон Алексеевич был из знаменитого в Якутии шаманского рода. Наверное, поэтому Платон Алексеевич выбирает для себя псевдоним Аюнский, который в 1920 году он официально превращает в фамилию. Семья Аюнского была со средним достатком, но после засухи, продолжавшаяся несколько лет, обеднела. Скот был продан, очень нелегко пришлось Платону и его братьям и сестрам. Кроме Платона в семье было еще 9 детей. В 1906 году в селе рядом с его домом открывается школа. Платону очень повезло. Первым его учителем стал Матвей Сивцев, человек энциклопедических знаний, основатель школы. Здесь он получает базовые знания, в нем просыпается любознательность, желание познавать жизнь и постоянное стремление к знаниям. Платон был лучшим учеником в школе. Он был очень начитанным, изучал немецкую философию, с упоением читал античную литературу, русскую и мировую классику. Я отличался особенной усидчивостью, настойчивостью, задором, граничащим с безжалостным принуждением себя и других для достижения тех или иных принятых нами обязанностей. Приводит слова Аюнского Олег Сидоров. После окончания сельской начальной школы, благодаря помощи односельчан и родственников, поехал учиться в Якутск. В 1910 году он поступает в городское 4-классное училище, а в 1914 году в Якутскую учительскую семинарию. Это было время формирования мировоззрения якутской интеллигенции. В это время Платон Алексеевич приобщается к общественной жизни, вступает в организацию «Юный социал-демократ», созданной Емельяном Ярославским. В Якутске он встречает друга Максима Кировича Аммосова. Они создают первый в истории Якутии союз чернорабочих якутов. В августе 1917 года Платон Аюнский поступил в Томский учительский институт на историческое отделение. Там он также ведет активную общественную жизнь, участвует в установлении советской власти, вступает в ряды Красной гвардии, а в 1918 году был принят в ряды партии. Когда в мае 1918 года Якутский областной совет отказался подчиняться советам, он выехал на родину как представитель ЦИКа Советов Сибири и уполномоченный по организации советской партии в Якутии. С установлением советской власти в Якутии он обратился с воззванием ко всем трудящимся, угнетенным якутам и якуткам и трудовой интеллигенции якутов всей Якутской губернии признать центральную власть. Осенью 1918 года в Якутске временно победили контрреволюционные силы. Тогда Платон Алексеевич был арестован и выслан за пределы Якутии. С 1919 по 1920 год он в Томске обучает детей в Казанской начальной школе. В 1920 году, после свержения Колчаковщины, возвращается на родину, где его назначают заведующим отделением советского управления Якутского губревкома. С января по май 1921 года заведовал Якутской секцией Сибревкома. В 1921 году в Омске на совещании Сибирского бюро ЦК партии выступил с предложением о необходимости предоставления Якутии статуса автономной республики. 27 апреля 1922 года Президиум ВЦИК издает декрет об образовании Якутской АССР. Пользуясь новым статусом, Якутия стала выходить на союзные и российские органы власти напрямую, минуя Иркутск, Сибревком и Сиббюро. Создание автономии, решение земельного вопроса, амнистии и отмена изоляции тайонов и кулаков помогли привлечь национальную интеллигенцию на сторону советской власти. Она активно участвует в борьбе против Пепеляевщины, в укреплении интересов автономной республики, в ликвидации безграмотности, развитии родного языка, литературы и культуры. Ответственность за решение всех этих задач легла на плечи Платона Алексеевича, и все это в условиях крайних экономических проблем
отсутствие налаженной транспортной связи с центром. В годы Гражданской войны ему вместе с Максимом Аммосовым, Исидором Бараховым, Семеном Оржаковым и другими с большим трудом удалось добиться применения амнистии к повстанцам. Платон Алексеевич – выдающийся ученый, деятель национальной культуры, основоположник якутской советской литературы, поэт, прозаик, драматург. Начало его литературной деятельности относится к 1917 году. Он перевел на родной язык песню Сокола Максима Горького, произведения классиков русской и мировой литературы Пушкина, Жуковского, Гёте, Петефи. Он был великолепным аланхасутом, о чем свидетельствует создание им бессмертного аланхо Нюргун Батур Стремительный. В прекрасном переводе Державина он издан на русском языке. Платон Алексеевич за всю свою жизнь был женат трижды. Две первые жены рано скончались. Третья жена, Акулина Николаевна Борисова, подарила мужу 4 дочек, 2, к сожалению, умирают в младенчестве. 3 февраля 1938 года Платона Алексеевича тайно арестовывают и привозят в Москву, в Бутырскую тюрьму. Он объявлен врагом народа. В Якутии специально распространяли слухи о Платоне Алексеевиче. Например, будто бы он был японским шпионом и собирался бежать в Японию, и его арестовали на границе. Находясь в тюрьме под бесчеловечным прессингом, он не предал ни одного своего коллегу, ученого или писателя. За свои показания, если в них и имеются сведения относительно других заключенных, он не должен нести ответственность. Ответственность целиком и полностью ложится на НКВД, насильно выбивавшего нужные ему показания. Платона Алексеевича не стало 31 октября 1939 года. Тюремщики тайно, под покровом ночи, словно стыдясь своего греха, вывезли его тело и безвестно схоронили. Реабилитировали Платона Алексеевича 15 декабря 1955 года.